Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе совместное расследование продолжается. Члены Межгосударственного авиационного комитета прибыли в Сухум. Древние стоянки в Горной Абхазии. Участники экспедиции рассказали об ее итогах. С помощью авиационной и наземной техники экологи Абхазии продолжают борьбу с огневкой. Представители Межгосударственного авиационного комитета прибыли в Абхазию. Члены МАК организации, призванные служить достижению целей безопасного и упорядоченного развития гражданской авиации, эффективного использования воздушного пространства, вместе с абхазскими специалистами расследуют 2 случая крушения легкомоторных самолетов в Пицунде. Главная задача специалистов – выяснить причины произошедшего. Будет открыто в ближайшее время воздушное пространство Абхазии для полетов легкомоторных самолетов, расскажет Низ Фаршба. Полеты на легкомоторных самолетах типа А-33, которые еще называют амфибия, в Пицунде дело обычное. Как правило, спрос на такой вид транспорта в нашей стране появляется в летние месяцы. Число туристов, желающих прокатиться на 2-3-местном воздушном кораблике, довольно большое, потому количество российских компаний, предоставляющих подобные услуги, растет. Многие годы эти полеты радовали туристов, и тогда мало кто задумывался над тем, насколько такая воздушная экскурсия опасна. Первый сбой произошел в начале июля. Тогда прогулочный самолет совершил жесткую посадку, в результате которой 3 человека получили тяжелые травмы. Все они были доставлены в Гагарскую ЦРБ. Позже их вывезли в Сочи для оказания дальнейшей медицинской помощи, так как у 2 пассажиров были серьезные травмы. Согласно межведомственному соглашению, они у нас регистрируются, и мы, даем решение о признании действительности сертификата летной годности. В соответствии с этим, они базируются на частном аэродроме в городе Пицунда. Перед вылетом они сообщают диспетчеру, что они готовы к вылету. Диспетчер дает разрешение. После того, как дал разрешение, пилот вылетает по тому коридору воздушному, который предоставлен диспетчером аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Артемьева. Не успели разобраться с одним случаем, как произошел второй. Вот только на этот раз со смертельным исходом. Одномоторный самолет «Амфибия-23М» принадлежал компании «Седьмое небо». Им управлял российский пилот, у которого были все разрешительные документы. Но туристов они не спасли. В результате крушения погибли 3 человека. Состоялось совещание у главы государства. Было дано указание о приостановлении полетов всех легкомоторных самолетов до выяснения обстоятельств крушения. Сегодня в Абхазию приехала делегация Межгосударственного авиационного комитета. Вместе с абхазскими транспортниками они изучат оба дела. Пока известно лишь, что следствие рассматривает 2 рабочие версии – отказ двигателя и человеческий фактор. Вчера было принято решение создать комиссию техническую и направить для расследования на место авиационного происшествия. Согласно приложению 13 ИКАО, это Международная организация гражданской авиации, и правила расследования авиационных происшествий в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства в 1998 году, авиационные происшествия с воздушными судами Российской Федерации расследуются комиссией МАКа. Наша техническая комиссия, приказ состоялся, мы сегодня прибыли, приступаем к работе и постараемся определить обстоятельства, причины и выработать рекомендации, чтобы не повторялось в будущем такие авиационные происшествия. Воздушное пространство Абхазии для полета сверхлегких летательных аппаратов временно закрыто. Данную запретительную меру ввели по поручению президента Рауля Хаджинпа. Все полеты приостановлены, пока не будут обнародованы результаты расследования. Низ Фаршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Государственная компания «Апснергылара» проводит капитальный ремонт кровли 2 многоквартирных домов в Сухуме по улицам Адыгейская, 69 и Аяйра, 55, сообщает пресс-служба госкомпании. По улице Адыгейская кровлю необходимо было заменить в связи с тем, что старое покрытие представляло собой так называемую мягкую кровлю, которая в наших климатических условиях быстро нагревалась и давала трещины. Площадь работ 525 квадратных метров, их сметная стоимость 1 миллион 17 тысяч рублей. По улице Аяйра, 55, кровля практически
практически пришла в негодность, и также было принято решение о ее полной замене. Всего рабочие накроют более 768 квадратных метров. Сметная стоимость работ – 1 миллион 342 тысячи рублей. Все работы осуществляются в рамках российской инвестиционной программы. Завершилась вторая полевая экспедиция «Древние стоянки» в Горной Абхазии, которая проводится Министерством культуры совместно с фондом «Горная Абхазия» в рамках целевой программы «Инвентаризация объектов историко-культурного наследия Абхазии». Участники экспедиции сегодня рассказали журналистам о некоторых ее итогах, в числе которых обнаружение уникальной находки каменной печи. Подробности в репортаже Алики Трапш. Вторая полевая экспедиция «Древние стоянки» в Горной Абхазии проходила с 24 по 30 июля в урочище Дзыхуа. Предметом исследования экспедиции были древние стоянки, жилища, древние рудники, а также ацангуар – пастушеские стоянки абхазов в горах. В урочище Дзыхуа участники экспедиции обнаружили 41 ацангуар, а также была найдена уникальная каменная печь, аналоги которой ранее не встречались в комплексе ацангуар. По словам специалистов, объекты, обнаруженные в урочище Дзыхуа, отличаются от найденных ацангуар в Химса тем, что одна часть построения врезалась в рельеф земли, возможно, из-за нехватки места, или же это была дополнительная защита от непогоды. Сама экспедиция, она строится по такому принципу. Она научно такая познавательная, потому что наша цель не исследование археологическое. Мы, Департамент культурного наследия, только выявляет эти объекты, а исследования проводят ученые, археологи и так далее. Наша цель была визуализация тех объектов, которые там есть. Как утверждают специалисты, ацангуар – это первые архитектурные сооружения, которые строили абхазы. Назвать точную дату построения пастушеских стоянок, найденных в урочище Дзыхуа, участники экспедиции затрудняются, так как объекты культурного наследия под воздействием различных факторов со временем разрушаются. Директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба подчеркнул, что в стране есть много исторических объектов, которые мало исследованы. Нужно приложить больше усилий для их изучения, так как они отражают нашу историю и самобытность. Мне бы очень хотелось, чтобы молодое поколение, чтобы меценаты, спонсоры, государства наконец-таки осознали, какое сокровище рядом с нами находится, и что нужно только просто посмотреть в эту сторону, и мы получим огромное количество ответов, и наша самоидентичность, наша традиция, они возродятся благодаря такой исследовательской работе. К концу года около 300 новых объектов культурного наследия будут внесены в реестр, и планируется очертить территорию центральной части Кавказского хребта, чтобы объявить его историко-природным заповедником. Последующие полевые экспедиции состоятся в горах Аданга, Санчера, Марух. По их завершении в конце года организаторы планируют издать книгу с описанием объектов историко-культурного наследия в Горной Абхазии. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Абхазии продолжают бороться с самшитовой огневкой. Пораженные насекомыми территории обрабатываются с помощью авиационной и наземной техники. Однако новости неутешительны. Большая часть самшита на территории Абхазии уничтожена практически безвозвратно. Самшит колхидский или же кавказский – реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов. Выдерживает зимние температуры до минус 10 градусов, доживает до 600 лет. Растет очень медленно, несколько сантиметров в год. К сожалению, в Абхазии он практически на грани исчезновения. А все из-за пагубного воздействия самшитовой огневки, которая буквально пожирает растение, сжигая его дотла. Урон, который нанесла огневка некогда цветущей самшитовой рощи Абхазии, колоссальный. К сожалению, так получилось, что на низменности, в частности на Скурче и Пицунде, потерян самшит безоговорочно и окончательно. Но мероприятия, которые принимаются после постановления Кабинета министров, создав штаб по борьбе с самшитовой огневкой, оно и по сегодня продолжается.
Государственный комитет по экологии и охране природы ведет активную борьбу с вредителем. С целью уничтожения огневки в Краснодаре был арендован вертолет, оборудованный специальными приспособлениями. С его помощью было обработано более 1500 гектаров пораженного огневкой самшита. В прошлом году для авиаобработки применялся дельтаплан. Однако его использование оказалось неэффективным, так как он не выдерживает сильных ветров в ущелье. Также активно использовался препарат димелин, которым обрабатывали насаждения. Действие от лекарства держится более 35 дней. С 2015 года регулярно летом, в зависимости от количества поколений, которые создает самшитовая огневка, от этого зависит количество обработки этих насаждений. В году за летний период получается от 4 до 6 раз. В этом году уже продолжается обработка, третья обработка самшитовых насаждений. Истребив практически весь пицунский самшит, огневка добралась и до Бзыбского ущелья. Однако, по словам Савелия Читанава, здесь самшитовые насаждения пока выдерживают натиск насекомых ввиду доступности территорий для наземной техники, с помощью которой проводится опрыскивание растений необходимыми лекарственными препаратами. Есть и другая хорошая новость. По словам Читанава, в результате мониторинга мест гибели самшита в Пицунде был обнаружен подрост молодого самшитника. Однако и тут обнаружились сложности. Под пологом самшитового леса произрастают тенелюбивые растения. Но ввиду того, что самшит дефолирован, то есть облиственен, солнечные лучи проникают прямо, и потому под полог погибшего самшита устремились светолюбивые растения. Эти светолюбивые растения подавляют медленно растущие сеянцы самшита. Там надо производить дополнительные работы по выкорчевыванию вот этих сорняков. Появление самшитовой огневки впервые было зафиксировано в 2006 году. Тогда же этот вредитель был занесен в список самых опасных насекомых в Европе. Предположительно, огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время озеленения олимпийских комплексов Россия закупила в Италии самшит из Китая, в котором было насекомое. С тех пор Комитет по экологии и охране природы Абхазии ведет неустанную борьбу с вредителем. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Спустя 25 лет ремонтно-строительное управление администрации Сухума приступило к замене водопроводной трубы на улице Вавилова. Специалистам предстоит заменить 120 метров трубы. На время работ будет ограничена подача питьевой воды. Более 20 лет по улице Вавилова в Сухуме течет вода. Самая обычная, водопроводная. Первое время жители обращались в специальные службы с просьбой отремонтировать трубы. Ремонт проводили не раз, но ветхий водный канал через короткий промежуток времени отказывался выполнять главное предназначение. И вода вновь текла по дороге. Эта труба уже изжила весь возможный срок эксплуатации. Специалисты неоднократно варили, крепили, латали пробоины, но ситуация не менялась. Тогда было принято решение заменить всю трубу. И с самого утра сотрудники РСУ взялись за дело. Проводится восстановление водопроводной сети, которая пришла в негодность со временем. Значит, меняем 120 метров трубы, участок трубы. И думаю, в течение завтрашнего дня, завтра-послезавтра мы закончим эти работы. Здесь невозможно было уже ее ремонтировать. Уже настолько ветхая труба, что просто ее нереально было отремонтировать. Приходится заменить участок. Работы по замене поврежденного участка водопроводной трубы по улице Вавилова затянутся на несколько дней. Подача воды населению в это время будет ограничена. Во сколько обойдется такой ремонт столичной администрации, еще предстоит подсчитать. По словам специалистов, пока рано говорить об этом, так как ремонтные работы только начались. Нис Фаршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В Абхазии самый разгар туристического сезона, по всей видимости, не самого удачного для нашей страны. Но все же есть надежда, что наши курортные объекты смогут приблизиться к результатам прошлого сезона. Рената Шакая продолжит тему. Уже подъезжая к смотровой площадке над озером Рица, замечая, что гостей в этом году значительно меньше. Если в прошлом году в это время невозможно было даже припарковать машину здесь, то сегодня из 5 припаркованных авто 3 местные. За то время, пока наша съемочная группа работала на площадке, а это примерно 2 часа, не было ни одного туристического автобуса. Но в этом году, к сожалению, у нас идет отставание на 27-28% от прошлогоднего.
Между тем, норильцы хорошо подготовились к летнему сезону. Что касается безопасности, то в этом году руководство РНП заключило договор с Министерством чрезвычайных ситуаций. На озере появились постоянные дежурные на лодках, 2 водолаза и 2 инспектора. Озеро, понимаете, оно такое коварное, вроде бы тишь да гладь, поэтому и внимательно следят, отслеживать, чтобы они безопасно пользовались катамаранами. В этом году руководством национального парка закуплена спецтехника для уборки мусора, расставлены новые урны. Помимо того, что вся территория облагорожена, на площадке строится новое здание, где будут располагаться медпункты и отделения милиции. Самая такая крупная работа – это мы здание на смотровой площадке, строим нормальное здание для милиции, для медпункта и для инспекторов охраны. Потому что вы видели, там стояли вагончики, они после каждой зимы протекали, снег продавливал, протекали, нам приходилось ремонтировать. И вид, честно, был у них такой, неприятный, будем так говорить. На 24-м километре автодороги расчищена территория. Это сделано для тех, кто хочет отдохнуть на природе. Так называемые пикниковые места с навесами и мангалами. Впереди самый разгар лета и бархатный сезон, хотя повысить прошлогодние показатели уже вряд ли удастся, но есть надежда, что количество туристов в августе и сентябре позволит, по крайней мере, приблизиться к результатам прошлого сезона. Рената Шакаева, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В горах Абхазии продолжаются поиски пропавшего российского туриста Андрея Лихачева, но пока они не дали результатов. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны, Андрей Лихачев прибыл в Абхазию 9 июля из города Раменская Московской области. По предварительным данным, он планировал пройти несколько горных местностей и перевалов. Наземные поиски не дали результатов, поэтому спасатели намерены привлечь к поиску вертолет Министерства обороны Абхазии для доставки горно-спасательного отряда в труднодоступные районы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью 22-25, днем 27-31 градус. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.